1 декабря средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,59 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет: 1 доллар США от 10,21 до 10,08 сомони, 1 евро от 10,5939 до 10,52 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1650 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо снижаются после трехдневного роста. Цена на нефть марки Brent составила $86.68 за баррель, в марке ВТИ $80.33 за баррель. Цена на золото в четверг утром поднимается, закрепившись выше $1790 за тройскую унцию. Котировки поддерживают ослабление доллара и ожидание замедления повышения ставки Федрезерва. Экспортно-ориентированные компании Москвы приехали в Душанбе для переговоров с таджикскими партнерами. 30 ноября в Душанбе начались деловые переговоры в рамках бизнес-миссии, которые Московский экспортный центр организовал для московских предприятий. В церемонии начала переговоров приняли участие торговое представительство России в Таджикистане в лице Евгения Коренкова, начальник Главного управления Госкомитета по инвестициям и управлению имуществом Таджикистана Абдугафор Джалалзода, заместитель генерального директора Тадж-Инвест Сахи Дилаваров, а также генеральный директор ООО «ВИП Консалтинг» Ифтихор Азимов. По данным Московского экспортного центра, для Москвы это еще один важный шаг в укреплении сотрудничества со стратегическими партнерами. Объем экспорта готовой продукции из Москвы в Таджикистан в 2021 году составил 5,4 миллиарда рублей, что почти на 30% больше показателей 2020 года. Наиболее востребованными в Таджикистане отраслями московских товаров стали пищевая промышленность, товары широкого потребления, медицина и фармацевтика и другое. Евразийский банк развития намерен профинансировать создание производства светодиодной техники в Таджикистане и направить средства на поддержку микро- и малого предпринимательства в республике. Документы были подписаны сегодня, 1 декабря, в Душанбе в рамках презентации страновой стратегии Банка по Таджикистану на 2022-2026 годы. ЯБР намерен выделить ООО СП «Гаюр Корея Технологи» до $3,5 миллионов для финансирования создания производства светодиодных светотехнических изделий в Республике Таджикистан. Меморандум об этом подписан заместителем председателя правления ЯБР Русланом Долиновым и председателем совета директоров ООО «Гаюр Групп» Акбаром Асадулло. В Маджлисе Намоин Дагон Таджикистана обсудила сегодня на парламентской сессии законопроект о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2023 год на предмет одобрения. С основными параметрами госбюджета на будущий год депутатов ознакомил министр финансов Таджикистана Файзидин Кахорзуда, подчеркнувший, что обсуждаемый госбюджет, как и предыдущий, будет иметь социальную направленность. Доходная часть госбюджета 2023 года составит более 37,1 миллиарда сомони, расходная часть 38,1 миллиарда сомони. Доходная часть госбюджета на будущий год по сравнению с доходной статьей текущего госбюджета увеличился на 12,3% или на 4,1 миллиарда сомони, подчеркнул министр. По его словам, расходная статья государственного бюджета 2023 года по сравнению с расходной статьей нынешнего бюджета увеличился более чем на 4,5 миллиарда сомони. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,8% к ВВП или 1 миллиард 30 миллионов сомони. По данным министра, в 2023 году на развитие социальных сфер запланировано выделение 18,6 миллиардов сомони, что составляет 49,6% общего объема расходов государственного бюджета. В частности, на развитие сферы образования планируется потратить 7,2 миллиарда сомони, 9,4 миллиарда сомони на социальную защиту. Также обещается, что на обслуживание внешнего долга планируется направить 3,4 миллиарда сомони. Проект госбюджета после обсуждения был принят депутатами Маджлиса Намоин Дагон. Делегация Таджикистана совершила рабочую поездку в Грузию для изучения финансовой отчетности крупных государственных предприятий. Как сообщает пресс-центр Министерства финансов Республики Таджикистан, рабочая поездка проходила в рамках реализации проекта «Модернизация управления государственных финансов» подкомпонента «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность государственных предприятий-2».
В рамках рабочей поездки заместитель министра финансов Таджикистана Карим Гульмуродзода провел встречу с заместителем министра финансов Грузии Мирза Гилашвили и Эко Унсайци. Также представителям Минфина Республики Таджикистан были изучены вопросы улучшения качества финансовой отчетности крупных государственных предприятий, оценки фискальных рисков госпредприятий, а также реформы управления государственных предприятий. Настоящий опыт представляет возможность правильно оценивать фискальные риски, исходящие от крупных государственных предприятий и прозрачности в их управлении.